Всем привет! Очень рада вас всех видеть здесь. Спасибо, что доехали. Мой доклад называется «Менеджер в квадрате» или «Как принимать управленческие решения не одному». Давайте знакомиться. Меня зовут Белых Анастасия, я ведущий менеджер проектов в Юмане. В IT я больше 20 лет, из них 6,5 работаю в Юмане. Я работала в команде выплаты, с нуля запускала U-бизнес. Сейчас я работаю менеджером проектов в команде вертикали кассы и помогаю развивать FAS-продукты в ЮКассе. Также я выполняю роли наставника и куратора. Давайте об этом сегодня и поговорим. Тема наставничества известная, о ней много рассказывали, в том числе и на наших докладах. Вот вам ссылочка на видео на предыдущие доклады. Наверняка вы сами тоже были наставниками или имели опыт работы с наставниками. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть опыт наставничества. Отлично, супер. Я вижу все эти прокачанные ребята. У меня сегодня тема смежная, немножко про другое. Я расскажу вам про кураторство, расскажу, как мы к этому пришли, и сразу скажу, что тот профит, который мы в итоге получили, мы изначально не закладывали. Но давайте обо всем по порядку. Начну, как водится, с истории. 2019 год, проектный офис Юмани, тогда еще Яндекс.Деньги, 20 менеджеров проектов, 20 команд. У каждой команды в среднем по 4 проекта в квартал. Мы проводим общую встречу с руководителем проектного офиса. И главная цель этой встречи – понять статус по проектам, все ли идет по плану, какие есть проблемы, какая нужна помощь. На встречу 60 минут. Несложно посчитать, что 60 минут – это в среднем 45 секунд на проект. Что можно сказать за 45 секунд? В целом, да. Или все классно, или есть проблемы. Очевидно, ничего. Мы понимаем, что встреча на 20 человек неэффективна. Она нужна только руководителю отдела, и все ждут свои 3 минуты. Встреча нам дает понимание статуса, но не дает понимания деталей и причин. И нужно разбираться дальше, а значит, что еще инвестировать время. Масштабирование под вопросом. Добавление любой новой команды или проекта только ухудшает ситуацию. И, естественно, менеджеры не видят ценности в этой встрече. Чужие ошибки не учат, и наоборот, мотивация снижается, если при всем отделе оказывается, что у тебя самый проблемный проект. Мы не понимаем, когда нужно включаться в помощь командам, а когда нет. Но при этом компания тратит на эту встречу 21 час работы менеджеров в неделю. Что делать? Можно, конечно, ничего не менять, естественно. Но мы работаем в компании, которая растет. Добавление новых команд, как я говорила, только ухудшит ситуацию, а кратное увеличение времени встречи ни на что не повлияет существенно. Но при этом у нас всегда проекты достаточно сложные. Они связаны с несколькими командами, и о них за 3 минуты не расскажешь. И всегда есть проблемы. Команды ошибаются со сроками, люди уходят, команды ругаются друг на друга. В условиях текущей встречи обсудить это невозможно. Очевидно, надо что-то менять. Всегда можно заменить встречу отчетом. Но в любом отчете может не хватать информации, и придется ее собирать еще дополнительно. И мы решаем ввести новую роль куратора для команды. На старте задача куратора была одна – встретиться с менеджером команды и собрать детальный статус работы над проектами. А общая встреча руководителя отдела теперь только у кураторов, и на ней обсуждаются только проблемные кейсы. Кураторами стали менеджеры, которые давно работают в компании и хорошо знают процессы и смежные подразделения. Или менеджеры, которые поработали в нескольких командах и хорошо знают продукты. То есть это такие опытные ребята, которые могли легко вникнуть в чужой проект, заметить и подсветить риски заранее. Но в приоритете было желание помогать и стать куратором. Конечно, был важен опыт, но главным было желание делиться опытом. Не каждый ведущий менеджер стал куратором, и не каждый куратор был ведущим менеджером. В итоге, что мы получили?
У нас 20 менеджеров проектов, 5 из них стали кураторами. То есть, кроме работы в своей команде, они начали выполнять роль куратора, примерно по 3 команды на каждого куратора. Менеджеры встречались с кураторами раз в неделю на 30 минут. И была одна часовая встреча для кураторов и руководителя проектного офиса. Ну, то есть каждый менеджер тратил 30 минут на встречу с куратором, каждый куратор тратил 1,5 часа на встречу с менеджерами и час на встречу с руководителем проектного офиса. Как вы думаете, что мы получили в итоге? У нас был 21 час. Напомню. Какие есть варианты? Больше, меньше? Ничего не изменилось. Где профит? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, да, мне нужно немножко рассказать вам про наши процессы. Напомню, что Project Manager в Юмане — это не классический менеджер проектов, это full-stack менеджер, который и менеджер проектов, и Team Lead, и аналитик, и скрам-мастер внутри команды. Мы об этом рассказывали на видео, ссылочка есть. Для обучения новичков на испытательном сроке и для развития ребят внутри компании у нас есть наставники. Но когда испытательный срок заканчивается, с командой и ее менеджером начинает работать куратор. Наставник работает с новичками. Его главная задача — передать опыт и научить новичка самостоятельно выполнять задачи. Он для этого может использовать обучающие материалы, инструкции, хаутушки. И мы оцениваем работу наставника по новичку, да, насколько он самостоятельно после обучения может выполнять свои задачи. Куратор у нас привязан к команде. Он помогает своему коллеге, менеджеру, эффективно принимать решения внутри команды. И мы оцениваем успешность работы куратора по успешности команды в целом. Сколько было репланов, какие риски предусмотрели при старте проекта, какой фидбэк дают смежники, что говорит команда в целом внутри. И если наставник должен передать знания новичку, то куратор, наоборот, должен больше спрашивать. Если наставник должен дать максимально подробную информацию для решения проблемы, то куратор, наоборот, может предложить решение, но решать проблему менеджеру не должен. Наставник выстраивает стандартный формат взаимодействия. Рассказал, показал, проверил, дал обратную связь. Куратор может использовать любой формат взаимодействия, который необходим в текущей ситуации. Наставник знает, что без действий со стороны новичка ничего не получится. А куратор не несет ответственность за команду. Он может только предложить какое-то решение, и вся ответственность за принятие решения лежит на менеджере команды. И здесь важно подсветить, что куратору нужно выстроить с менеджером доверительные отношения, чтобы с тобой хотелось делиться проблемами и решать сложные кейсы вместе. Бывают ситуации, когда приходится совмещать роли наставника и куратора. И здесь важно сказать, что кураторство — это не продолжение наставничества, это другая грань. В каких-то командах, где менеджер еще джун, куратор может обучать, но в целом это больше про партнерство. Например, в прошлом году я была наставником у менеджера, которая перешла к нам из другого подразделения. 3 месяца испытательного срока я работала с ней как наставник, выстроив план обучения. А дальше я продолжила, после того, как менеджер успешно закончил испытательный срок и стала самостоятельно работать с командой, я продолжила с ней работать как куратор. И здесь важно менеджеру принять ответственность за работу с командой, а куратору изменить подход больше на коучинговый и обучать только по запросу. Но у меня была и другая ситуация, когда я стала куратором после куратора, который до этого был наставником. И я понимала, что работа с менеджером в паре у меня как-то не клеится. На все мои предложения менеджер мне отвечал: «Нет, спасибо, у меня все хорошо, я все знаю». И я поняла, что менеджер продолжает воспринимать меня как наставника, который обучает и оценивает, а не как куратора, который знает, это твоя команда, твои результаты, ты принимаешь решения, а я только помогаю. Ну и в этой ситуации мы, конечно, все это дело обсудили, и у нас получилось настроить такое доверительное общение.
Давайте посмотрим. Мы ожидали на старте, что кураторы будут с менеджерами обсуждать статусы проектов и детали. Что мы получили в реальности? Они начали обсуждать статусы проектов, организацию работы с командой, agile практики, people management и все вопросы, которые волнуют менеджеров в ежедневной работе. По сути, мы дали менеджеру напарника, партнера, с которым он может обсудить любой вопрос. И главное, у него сейчас есть для этого специально выделенное время. Мы дали коллегу, у которого может быть другой взгляд на принимаемые менеджером решения, но он не старший коллега, его не обязательно слушать. Менеджер вправе оставить свое решение и не менять его. По сути, мы ввели для менеджера персонального ревьюера, только менеджер у нас не пишет код, а принимает управленческие решения и выстраивает процессы. И мы дали такого человека, с которым можно это решение провалидировать. Сейчас в обязанности куратора у нас входит контролировать статус работы по проектам и подсвечивать риски, помогать на квартальном планировании, помогать менеджеру решать любые нетиповые задачи и проводить квартальное ретро в команде, которое мы называем health-чеком. Ну что, теперь давайте обсудим результаты, которые мы получили. Во-первых, в целом для компании мы получили зонтичного менеджера. У нас всегда есть менеджер, который погружен в несколько команд, и кураторов мы обычно назначаем за группой связанных команд, например, куратор мобильности или куратор платежных команд. У нас есть второй менеджер и второе мнение, второй человек, который погружен в команду, всегда может дать мнение со стороны. В целом для компании мы снизили бас-фактор в виде менеджера. Есть человек, который может подхватить команду на случай отпуска или больничного. Руководитель всегда может получить обратную связь на менеджера и, соответственно, эффективнее принимать решения о его повышении. Мы всегда знаем, как человек решал задачу, а это самое главное. Условно, мы это же и проверяем на собеседованиях. У нас есть группа менеджеров, кураторов, с которыми можно предварительно договориться о какой-то помощи, ресурсах, о изменении каких-то процессов. И что более важно, менеджеры общаются с кураторами довольно часто, и мы можем очень быстро распространить все эти знания на отдел. И мы получили, естественно, повышение лояльности к компании, ведь не секрет, что люди ценят те компании, которые вкладываются в их обучение. После того, как мы ввели роль куратора, мы решили провести опрос среди наших менеджеров. У нас мы убрали встречу между менеджерами и руководителем отдела. И у нас была гипотеза, что менеджерам, возможно, не хватает обратной связи сейчас от руководителя отдела. И нам надо было проверить, хватает ли менеджерам встречи с кураторами и хватает ли им внимания от руководителя отдела. Исследование показало, был, кстати, вариант ответить «стало хуже», но ни один человек его не выбрал. Исследование показало, что 70% менеджеров считают, что встреча с куратором работает эффективнее первоначальной встречи. Но были ребята, 30%, которые сказали о том, что им не хватает возможности лично своему руководителю рассказать о своих каких-то достижениях. И чтобы починить эту проблему, мы ввели обязательное полугодовое ревью с руководителем отдела. Так, плюсы для менеджеров. Если кратко сказать про плюсы для менеджеров, то хочется сказать, что всегда есть партнер, на которого ты можешь опереться. Всегда есть человек, с которым ты можешь разделить ответственность, и который заметит, что ты начинаешь выгорать. У менеджера всегда больше уверенности, что он принимает правильное решение. У него есть быстрый доступ к знаниям и к опыту. Причем к руководителю ты не придешь с любым вопросом, а к куратору, который непосредственно не влияет на твое повышение, ты можешь задать любой вопрос. Есть, естественно, обмен опытом и взаимообучение. Ты можешь поделиться с куратором всем, что тебя волнует. И, естественно, нельзя не сказать про экономию времени. Раньше менеджер тратил 1 час на встречу с руководителем отдела, при этом ждал свои 3 минуты. А сейчас вся встреча только его.
А давайте теперь посмотрим на кураторов. Мы тратим много времени и ресурсов на работу с менеджерами. Что мы получаем взамен? Вот что меня лично драйвит во всей этой истории. Ну, во-первых, это признание, что ты классный. Быть куратором — это здорово. Ты знаешь, что к тебе всегда придут за альтернативным мнением, а значит, оно у тебя есть. Что еще? Расширение контекста. Ты как будто бы работаешь в нескольких командах и решаешь большое количество проблем. При этом у тебя есть другой человек, который по-другому решает проблемы, ты это тоже видишь, и это тоже сильно развивает. Про расширение контекста вам чуть больше еще расскажет Оля в конце сегодняшней встречи. Ну и, конечно, мотивация. Когда у коллеги что-то получается, а ты причастен к этому успеху, тебя это тоже сильно заряжает. Ну, конечно, не все идеально. Да? Есть сложности, с которыми вы можете столкнуться, если вы решите переиспользовать наш опыт. Ну и первое, самое сложное — это время. Потому что качественное погружение в проекты другой команды требует прочтения этих решений, посмотреть макеты, задачи, поработать с командой. То есть ты должен вникнуть в проект как участник. Если ты не будешь этого делать, тебе придется доверять мнению менеджера, ну и польза такого куратора будет сомнительной. Если менеджер на встрече плавает, отвечает неуверенно, то проблемы выявить проще. Но у моей коллеги была ситуация, когда менеджер вполне адекватно рассказывала про процессы и проекты, и про работу с командой. И создавалась такая иллюзия контроля. Но при этом продакт и команда, и тимлиды были недовольны. Что делать в такой ситуации? Ну, никому не верить, искать объективные метрики, не принимать ничью сторону и продолжать разбираться. Вторая сложность — это субъективность. Понятно, что мы все люди, несмотря на то, что менеджеры. Кто-то понимает, как один принимает решение, кто-то не понимает. И у нас была ситуация, да, например, когда одному куратору вообще не нравилось, как работает менеджер, а другому куратору, наоборот, очень нравилось. Или была другая ситуация, когда куратор защищал того менеджера, с которым работал. Ну и рецепт здесь только один, что меняйте кураторов. Третья сложность — это принятие, что куратор не менеджер команды. Куратор может заметить, подсветить риски, но решение окончательное принимает всегда менеджер. И здесь главное не скатиться в то, что раз меня не слышат и не слушают, то я не буду помогать. И продолжать помогать. Ну и последнее. Куратор не является старшим для менеджера в команде. Его не обязательно слушать. Поэтому авторитет нужно заслужить. Это как приходишь работать в новую команду. У меня была ситуация, когда я была куратором у старшего менеджера, опытного, и он отлично знал процессы своей команды. Ну, рецепт у меня здесь только один. Вникайте в проекты, замечайте сложности. Авторитет появится тогда, когда вы сможете помогать. Ну, естественно, сам менеджер должен быть готов с вами сотрудничать. Давайте обсудим, что дальше. Мы думали, что дальше, и мы поняли, что нам, как кураторам, тоже очень хочется проверить свои решения и обсудить нашу работу как в команде, так и работу как кураторов. И поэтому у меня с моей коллегой есть встреча, интервизия кураторов. Ну, возможно, вы слышали этот термин в психологии. Да? На интервизии мы обсуждаем сложные кейсы, с которыми мы в работе столкнулись. И цель этой встречи, точно такая же — получить другое мнение на принимаемые тобой решения. Это действительно очень ценно. Возвращаясь к вопросу, а в чем же был профит, хочется сказать, что неважно, как настроены процессы вашей компании, мы видим ценность в том, чтобы не оставлять менеджера один на один со своими проблемами и задачами. Ведь одна голова хорошо, а две, естественно, лучше. Если вы не руководитель, то используйте практики неформального обучения. Ищите коллегу, с которым вы сможете провалидировать решения. Развивайте наставничество, коучинг, помогайте сами. Это всегда взаимно выгодно. Если вы влияете на процессы своей компании, вы можете использовать наш опыт. Он поможет вам закрыть вопросы
эффективного принятия решения, мотивации и развития коллектива. А ведь мы знаем, что чем сильнее коллектив, тем большего они смогут добиться для компании. Вот такой путь интересный мы прошли. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы.